Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о крупной аварии на улице Зорге. Не справился с управлением, влетел. Предполагаемый виновник сел за руль нетрезвым. Старт процесса. Прощения он не просил, ничего даже. С нами не делал, ни с кем. В суде приступили к слушанию дела 70-летнего водителя-внедорожника, насмерть сбившего женщину с 10-летней дочерью. А также крупный пожар в Альметьевске. 2 человека не смогли выбраться из огня. Это и не только. Прямо сейчас. 2 человека, в том числе предполагаемый виновник происшествия, пострадали в результате мощной аварии на пересечении улицы Зорги с улицы Габишева. Там столкнулись Лада Приора и Рено. По словам очевидцев, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, и именно он спровоцировал аварию, проехав на красный сигнал светофора. Пострадавших из Лады пришлось извлекать спасателям при помощи гидравлического инструмента. С подробностями Алия Хайрудинова. А вот это вот стоит, короче, он бухой. В первые же минуты после произошедшего очевидцы начали снимать происходящее на камеры своих мобильных телефонов. Они рассказали, причиной аварии на пересечении улицы Рихарда Зорги и Габишева стал водитель Рено Кенгу. Удар был очень сильный. На место тут же приехали несколько карет скорой помощи, спасатели и автоинспекторы. Жестко, короче, очень жестко. Машину даже вытащить не могут. Он женщину зажал конкретно. Пострадавшую из салона разбитой «Лады» пришлось вызволять при помощи специального гидравлического инструмента. К слову, отечественный автомобиль, по словам очевидцев, был практически новый. Машину я узнал, что она была новая, полгода ей страхованная. Очевидцы также рассказали, что 46-летний водитель Рено с явными признаками алкогольного опьянения проехал на перекрестке на красный свет и на полной скорости врезался в левый бок «Лады». Водитель на Рено был пьяный, не справился с управлением, влетел. Тот, походу, разворачиваться хотел. Он знак даже снес, по-моему, который не там стоял. В результате аварии пострадал и сам предполагаемый виновник. Он получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пассажирка «Лады», 51-летняя женщина с переломом левого плеча, левой ключицы и переломом ребер, была срочно госпитализирована. 35-летний водитель отечественного автомобиля сильно не пострадал. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, «Вызов 112». В Московском районном суде Казани начали рассматривать дело о нашумевшем наезде на проспекте Ибрагимова. Напомним, 11 сентября этого года 70-летний водитель внедорожника насмерть сбил 2 человек. 36-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь по всем правилам переходящих дорогу по пешеходному переходу. Он даже не тормозил, а сразу после случившегося признался, что отвлекся от дороги и не видел людей. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. Прощения он не просил, ничего даже. С нами не делал, ни с кем. Примите его прощение? Нет. Если бы он хотел, он бы сразу предпринял. Столько времени прошло, он даже не пытался. Сразу по человеку видать, как он себя ведет. Грубо. За 4 месяца родственники погибшего так и не услышали слов раскаяния от подсудимого. Говорят, им этого и не нужно. Назад ничего не вернешь, просто это многое говорит о человеке. Добиваться компенсации морального вреда также не планируют. От обвиняемого им ничего не нужно. Главное для них справедливое наказание. Гибель близких разрушила не одну жизнь. Мама тоже, она в реализации была. До этого была кубство водила. Она пенсионерка, считай. Помимо этого, она еще опекунша ребенка. У нас. В опеку ребенка взяла давно. Уже давно, давненько. Сейчас ей вообще тяжело стало. Наташа все равно как-то мне помогали, созванивались. Авария, произошедшая 11 сентября этого года на проспекте Ибрагимова, попала в объективы камеры наружного видеонаблюдения. Как видно на записи, водитель Mitsubishi Pajero, не сбавляя скорости, сбил переходящих дорогу по всем правилам 36-летнюю Наталью Холкину и ее 10-летнюю дочь Ульяну. Ребенок от полученных травм погиб на месте, а мать скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу. 70-летнего водителя Mitsubishi Pajero Дамира Гатина задержали сразу же. Решением суда ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сегодня он попытался ответить на вопросы журналистов. Не видели. А что вы в этот момент делали? Там впереди меня же машина проехал. А взял там закрыл. К слову, жизнь обвиняемого также изменилась. После того рокового дня водитель с 37-летним стажем вождения получил проблемы со здоровьем. Здоровье ваше, оно как позволяет водить машину? Просто
Сейчас нет. А на тот момент, когда все произошло, а у вас что-то случилось со здоровьем после этой ситуации? Первое судебное заседание продлилось всего несколько десятков минут. Причина в ходатайстве гособвинителя. Как оказалось, в деле была допущена техническая ошибка, из-за чего прокурор попросил суд вернуть его на доработку. В обвинительном заключении не указана статья, по которой обвиняется Гайцев. В связи с этим было возвращено прокурору для устранения нарушений, для указания статьи, а именно по которой он должен был обвиняться. Учитывая, что возражений не было, судебное заседание было завершено. После его окончания обвиняемый все же попытался принести родственникам свои извинения. Простите, все. Да, до конца жизни этим грехом тяжесть. Впрочем, сторона потерпевших этих слов не оценила, усомнившись в их искренности. Не верю. Дело будет возвращено в суд для рассмотрения уже в новом году. Тогда же и станет известна дата заседания. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Алмаз Зиединов. Вызов 112. 2 человека погибли и 2 пострадали в результате крупного пожара на мебельном складе в Альметьевске. Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 11 часов 36 минут. Огонь к тому времени полыхал на площади 240 квадратных метров. Одноэтажное здание, в котором производили и хранили мебель, было полностью охвачено огнем. Ликвидировать открытое горение 88 спасателям удалось только через час. В результате огонь полностью уничтожил строение. 2 человека, сотрудники предприятия с отравлением угарным газом, были госпитализированы. Еще 2 помочь был уже никто не в силах. Следственный комитет по факту случившегося начал доследственную проверку. К сожалению, в 12 часов 17 минут было обнаружено тело погибшего работника предприятия и в 12:41 тело второго погибшего, личности которых установлены. Одни закрывают, другие вскрывают. Автоинспекторы совместно с муниципальными служащими сегодня чистили номера автомобилей на платных парковках в центре Казани. Таким образом, штраф не придет, считают некоторые водители. Придет, думают инспекторы, убирая с номеров бумажки и слой снега. Есть ли альтернатива этому противоборству? Почему даже при желании не всегда можно оплатить парковку? И чего не имеют права делать инспекторы? Этими вопросами задался Айрат Назипов. Раскрываем номера, так как водители не хотят оплачивать автомобиль, парковку. Для того, чтобы обойти одну платную парковку в центре Казани, муниципальным служащим требуется буквально пара-тройка минут. За это время они успевают очистить от бумажек и снега номера десятков автомобилей. В ход идут и полиэтиленовые пакеты, и женские колготки. Доказать, что таким образом закрывают регистрационные знаки сами автовладельцы, чтобы не платить за стоянку, практически невозможно. Проще сделать номера читаемыми. Когда маски сорваны, в дело вступает Паркон. Автомобиль, оснащенный камерами видеонаблюдения, системой распознавания номеров. Эта машина теоретически должна патрулировать платной парковке каждые 15 минут. Фиксируют все номера, которые стоят на парковке. Также сверяют, есть ли оплата. Если нет оплаты, то сразу же система выписывает штрафы. Говорят, не было ни одного случая, чтобы водители номера чьих автомобилей были закрыты, спорили потом с тем, что бумажку с номера убрали. Но при этом подчеркивают, что система платных парковок несовершенна и порой просто нет другого выхода. Они же вот на работу приезжают, там сейчас, в принципе, куда деваться-то? Если бы там служебные парковки были, там другие какие-то. Или что-то надо придумать с ценами хотя бы. Зачем? Цены хотя бы понизили бы. Сейчас парковка 100 рублей стоит. При этом, добавляют водители, те, кто готов заплатить, порой просто не могут это сделать. Не всегда на парковках работает аппарат оплаты. За парковку только предоплата, и до появления Паркона заплатить можно и не успеть. При этом расчет безналичный. Расстаться с живыми деньгами можно только при оплате штрафа. Все это, говорят автовладельцы, не оставляет выбора, кроме как закрыть номер или вообще забрать его с собой. Муниципальные служащие признаются, в этом случае сделать они ничего не могут. Эвакуировать обезличенную машину тоже, так как никаких правил дорожного движения водитель не нарушает. Бороться с теми, кто не платит по счетам, автоинспекторам достаточно тяжело. Например, доказать, что автомобилист намеренно снял номер с автомобиля, практически невозможно. А потому такие автолюбители частенько выходят сухими из воды и обходятся без штрафов. По многочисленным жалобам населения и люди с ограниченными возможностями по платным парковкам, так как закрывают номера и не оплачивают, сегодня был произведен рейд совместно с муниципальной парковкой и сотрудниками ГИБДД. Совместный рейд проводился сегодня первый раз. Хотим увеличить эти рейды. Планируем, что будут показатели высокой эффективности. В будущем стражи порядка надеются, что появятся иные методы борьбы с нежелающими платить автомобилистами. А пока им приходится только убирать с номеров бумажки. Айрат Назипов, Алмаз Зиединов, вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.